Здравствуйте! И сегодня с вами Екатерина Григорьева. И я сегодня познакомлю вас с одним из моих любимых комплексов упражнений на дыхание. Дыхательная гимнастика Стрельниковой. Сегодня я покажу 3 упражнения. Повторяйте их со мной, пожалуйста, вместе. Суть стрельниковской гимнастики заключается в том, что вы берете резкий, короткий вдох через нос. Сейчас вам продемонстрирую. Резкий, короткий вдох через нос, и он сопровождается различными движениями в зависимости от упражнения. Итак, первое упражнение. Движения будут такие. Руки перед собой, сжимаем кулачок и обратно в исходное состояние. Да? Сжимаем и разжимаем. Вы полностью разжимаете свои ладошки, а потом приводите в исходное состояние. Каждый раз, когда вы сжимаете ладошки, вы берете вдох через носик. Когда сжимаете, вдох через носик. Давайте попробуем. Я сделала 8 раз. Вообще лучше выполнять 8 раз и 4 подхода. Итак, второй подход. Это второй подход. Третий подход. Ну и последний, четвертый подход. Отлично. Если вдруг у вас закружилась голова или вы почувствовали себя нехорошо, это нормально. Ваш организм не привык к такому количеству кислорода. В этом случае вам надо присесть и немножечко передохнуть, а затем снова продолжить гимнастику. Итак, перейдем ко второму упражнению. Второе упражнение – это у нас будут повороты головы. Вы поворачиваете голову максимально в одну сторону, а затем в другую сторону. Естественно, не нужно делать резких движений, все делаем плавно и аккуратно. Каждую сторону мы сопровождаем резким вдохом через нос. Итак, еще раз, если мы поворачиваем влево или вправо голову, то мы делаем вдох через нос. Также выполним с вами 4 подхода по 8 повторений. Готовы? И... Это 8. Первый подход. Второй. Еще раз наклоны, повороты головы вправо и влево. Поехали. Да, вы не думайте ни в коем случае о выдохе, потому что он и так своевременно вы выдыхаете, потому что когда вы берете воздух через носик, коротким резким вдохом через нос, то потом нужно обязательно его выдохнуть. И это происходит непроизвольно. Не думайте о выдохе, думайте о вдохе. Итак, третий подход. Поехали. Третий подход. Ну и четвертый. 8 повторений сделали. Итак, дальше. Третье упражнение. Это у нас будут наклоны головы в сторону, либо еще называют это упражнение ушки. Мы были у нас по повороты во втором упражнении, а теперь будут наклоны головы. То есть мы ушком стараемся дотянуться до плеча в левую сторону и в правую. Тоже на каждый наклон головы мы делаем вдох короткий и резкий через носик. Кому удобно, можно поставить ручки, можно диафрагму контролировать, да, чтобы вы чувствовали все, что у нас задействует в этой дыхательной гимнастике. Конечно же, диафрагма. Итак, мы стоим стоя, ножки у нас ровненькие, чтобы чувствовать напряжение в ножках. Итак, поехали. Наклоны
вправо и влево. Отлично. Еще раз повторю, не нужно задумываться о выдохе. Он должен происходить сам собой. И естественным образом. Дальше. У вас упражнения должны быть очень спокойные. Не делайте резких движений. Итак, второй подход. Также мы делаем 4 подхода по 8 раз. Поехали, третий подход. Третий подход. И готовы еще один раз. Поехали. И 8 раз, 4 подхода. Если удобно, можете выдыхать через ротик. Но вдох, контролируйте свой вдох. Вдох резкий через носик. Да. Итак, дыхательная гимнастика Стрельниковой укрепляет нашу дыхательную систему, а также положительно влияет на состояние голосовых связок. Именно поэтому я часто ее делаю перед выступлением. Если вы будете повторять эти движения каждый день, то несмотря на то, что вокалист вы или просто хотите поправить свое состояние здоровья, дыхательная гимнастика очень полезна. Поэтому берегите себя и занимайтесь дыхательными упражнениями. Ну, а дальше, конечно же, мы опять с вами переходим к нашим скороговоркам. Постарайтесь их запоминать как можно быстрее. Не читать, потому что если вы будете скороговорки читать, то это будет малый эффект. Если вы будете рассказывать их наизусть, со всеми, конечно же, буквами, звуками, окончаниями, тогда это будет лучше. Итак, следующая наша скороговорка. Начинаем мы медленно их очень. Королева кавалеру подарила каравеллу. Если слова непонятны какие-то, то вы можете в интернете найти все слова, которые, чтобы вам были понятны. Итак, еще раз. Королева кавалеру подарила каравеллу. Начинаем с каждым разом все быстрее и быстрее. Королева кавалеру подарила каравеллу. Все четко, на улыбке, все мышцы лица задействованы. Еще раз. Королева кавалеру подарила каравеллу. Тоже можно несколько раз подряд. Королева кавалеру подарила каравеллу. Королева кавалеру подарила каравеллу. Ну и так далее. 2 раза, 3 раза. Чем больше, тем лучше. Следующая скороговорка тоже очень коротенькая, но в ней есть свои сложности. Футляр для дрели. Вот слово футляр, чтобы было слышно и букву Т, и букву Л. Звуки, чтобы все были слышны. Еще раз. Футляр для дрели. Эту скороговорку можно бесконечно и 5, и 10 раз повторять друг за другом без пауз. Футляр для дрели, футляр для дрели, футляр для дрели, футляр для дрели и так далее. Дальше. Следующая скороговорка. Ну, может быть, кому-то покажется она легкая, а для кого-то она будет очень трудной. Бублик, баранку, батон и буханку, пекарь из теста испек с позаранку. Вот обратите внимание на окончание. Бублик. Буква К должна быть слышна. Батон, да, испек с позаранку. Итак, бублик, баранку, батон и буханку пекарь из теста испек с позаранку. Поехали еще раз. Бублик, баранку, батон и буханку пекарь из теста испек с позаранку. Ну, тоже можно 2 и 3 раза повторить. Ну что, на сегодня я хочу закончить свой небольшой онлайн-курс. Поэтому всего хорошего, до новых встреч!